Рад вас приветствовать в это чудесное воскресное утро на воскресном богослужении в церкви Краеугольный камень города Якутска. Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся, прославим Господа. Если кто-то находится внизу, можно всех позвать. Поднимайтесь наверх, пожалуйста. Мы будем начинать собрание. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя за этот чудесный день, за Твою милость и благодать в наших жизнях. Благодарим Тебя, что у нас есть возможность приходить сюда для того, чтобы поклоняться Тебе, слышать голос Твой. Мы просим Тебя, Господи, почти нас своим присутствием. Пусть будет воля Твоя здесь, в нашей церкви, потому что Ты глава этой церкви. Воздаем Тебе всю хвалу и ожидаем от Тебя, Господи. Мы ожидаем, что Ты будешь говорить в сердца людей, что мы будем слышать голос Твой, Господи. Веди нас, мы отдаем это собрание в Твои руки, Господь. И благословляем Твое имя. Аллилуйя. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, воспевать хвалу и славить Иисуса. Воспевать хвалу
широту и высоту твоей совершенной любви. Я хочу жить встречу с тобой, прикоснись ко мне, Дух Святой, дай крепко утвердиться, укорениться в тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в тебе.
еще Богу славу дадим. Аллилуйя! Слава тебе! Вся слава пусть будет тебе на этом месте, в нашей церкви, в наших жизнях, в наших семьях. Давайте мы также прославлением благодарим. Молодцы! Аллилуйя! Слава Богу! Хорошо, присаживайтесь на какое-то время. У нас там есть люди, у нас первый ряд вообще абсолютно свободен. Здесь есть места, пожалуйста, проходите. Еще раз я рад вас всех видеть в это воскресное утро. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. И давайте мы даже вот так, давайте мы возьмем прямо побуждение такое. Обратно поднимемся сейчас на наши ноги, возьмем пару минут, чтобы поприветствовать. У нас опять такое чудо умножения произошло во время прославления, то есть вначале почти в 2 раза больше людей пришло, к началу не успели, поэтому подойдите к кому-нибудь, скажите что-нибудь доброе, благословите человека. То есть благословить это сказать что-то доброе. Да? Можно встать, уже не надо сидеть, особенно кто давно в церкви. Пожалуйста, встаньте обратно на ноги, подойдите минимум 3 человека, это вот задание. Особенно если вы кого-то видите первый раз. Подойдите к кому-то незнакомому. Скажите что-нибудь хорошее, доброе. Благословите человека. Аллилуйя. Если кто-то еще есть. В Библии написано, что жизнь и смерть, она во власти языка. Да? Вы знаете, что словами можно причинить такую пользу, которую не причинишь делами, если ты ободряешь человека, если ты его созидаешь. И словами можно очень сильно ранить, да, можно убивать людей. Поэтому давайте мы будем благословлять детей. Давайте мы поднимемся. Мы прострем свои руки. У нас детей скоро будет больше, чем людей, жаль, если всех привести, чем взрослых. Да? Ну, в принципе, логично, потому что взрослых всего 2, а детей может быть и больше, да, 3, 4, поэтому детей должно быть больше. Аллилуйя. Давайте мы помолимся за них. Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка и за каждого подростка, которые сейчас здесь, и которые дети в нашей церкви, но их сейчас нет здесь, Господь. Мы просим Тебя, благослови каждого, как мы их сейчас благословляем. Всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука, она будет над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни. Господи, я прошу Тебя, вот остался последний месяц учебного года, все ученики, Господь, пусть Твоя благодать будет над ними. Дай им собраться. Когда сейчас солнце светит, снег растаял, хочется гулять, но так важно закончить этот учебный год. Господи, благослови всех. Дай им силы, чтобы закончить, чтобы написать хорошо, подготовиться к экзамену. Господь, благослови всех старшеклассников, кто будет поступать. Пусть уже определяться, не будет никаких сомнений, Господи. Пусть напишут хорошо экзамен. Господи, мы просим Тебя, чтобы независимо от того, как их судьба дальше сложится, куда они пойдут, какую
страну, может быть, или в какой город они переедут, Господь. Пусть всегда Твоя рука, она будет над ними, Господь. Господи, мы просим Тебя, чтобы то предназначение, которое есть для каждого из них, ибо Ты уже предопределил какие-то добрые дела исполнять. Пусть это сбудется, Господь. Пусть они найдут то, в чем Ты их благословил, в чем они лучшие, Господь. Пусть их работа, она приносит им удовольствие, Господь. Помимо этого, пусть приносит деньги. Господи, дай им таких друзей надежных, на которых можно будет опереться. Но несмотря ни на что, Господь, я хочу, чтобы у них было желание в сердце, чтобы было это знание, что они всегда могут прийти к Тебе. Несмотря, потому что люди, они меняются, они могут предавать, но Ты не изменишь. Ты никогда не оставишь и не покинешь, Господь. Пусть каждый из них в свое время примет правильное решение, выберет Тебя, выберет жизнь. Благословляем. Господи, мы просим Тебя вот за еще не родившегося ребенка. Господь, благослови, как мы благословляем. Пусть этот ребенок, он будет полностью здоров, и физически, и духовно, Господь. Пусть появится на свет, и вырастет крепкий и здоровый, Господь. Просто благословляем. Благослови здоровье мамы, благослови здоровье ребенка. Усмотри, чтобы все прошло как нужно, Господь, пусть будет божественное здоровье во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Да будет так. Аллилуйя. Я не знаю, у нас должно быть детское служение, поэтому, да, оно есть. Поэтому, дети, можно проходить вниз. Аллилуйя. Я хотел бы сделать, наверное, пару объявлений, прежде чем мы дальше перейдем к тому, что мы делаем обычно. Да? И я бы хотел сказать, что вы знаете, что у нас несколько собраний подряд. После собрания мы устраиваем чаепитие для всей церкви. И вы знаете, что есть отдельное служение под это. Да? У нас есть девушки, которые приходят сюда заранее, они все нарезают, они готовят. Потом они остаются, они все убирают. Но, как я уже говорил, Маш, можно попросить тебя руку поднять? Если у кого-то откликается на сердце принять участие, потому что сейчас это всегда одни и те же люди. И вы сами все прекрасно понимаете, что это здорово, конечно, за таких верных людей, но везде нужны помощники. Когда ты постоянно один и тот же человек может заболеть, у него может быть уважительная причина, там, не знаю, какой-то праздник у детей, еще где-то он может не прийти. Всегда нужна смена. Если вы хотите принять участие в этом служении, потому что туда нужны люди, пожалуйста, подойдите к Марии. И это не означает, что на вас все повесит, вы будете с утра до вечера здесь пахать каждое воскресенье. Нет. Но вас будут просто иметь в виду, на кого нужно рассчитывать, хорошо? Поэтому если Господь говорит, что это ты, не сиди на месте, не упусти свой шанс. Потому что это тоже в том числе благословение служителей. Аминь. Это классное начинание. Скажите, хорошо же собраться, пообщаться. Я верю, что это будет расти, может быть. Мы давно мечтаем, что у нас будет полноценная классная кафешка. Да, стильная, красивая. Надеюсь, мы продолжим ремонт этим летом. Вот, но уже сейчас мы можем иметь это общение, поэтому... Кто такой шумный? Очень требовательный молодой человек. Вот. И также вы знаете, что мы не обходим предприятия в городе, мы не обходим столовые и рестораны. Мы не просим, чтобы они выделили нам какую-то пищу. Мы все покупаем сами. Вы знаете, да? Поэтому у нас есть, если вы можете принести что-то из дома, пока печеньки там и так далее. Либо, если вы не можете, но вы хотели бы как-то поучаствовать в этом, вы также знаете, что у нас есть отдельно вот карта, на которую можно скинуть там, не знаю, 100, 200, 50 рублей. У кого что там будет на сердце, эти деньги они пойдут на то, чтобы купить какое-то печенье, чай, для того, чтобы потом служить. Хорошо? Вся информация есть в группе. Если есть какие-то вопросы, также можно подойти к Марии. Хорошо? С этим вроде бы все. Что еще? Еще я бы хотел сказать, что в этом году мы планируем сделать первый раз молодежный выезд. Да? Я не хочу назвать это молодежный лагерь, потому что как-то вот замахиваться на это, когда мы ни разу такого не устраивали. И есть куча нюансов. Ну, 2 предыдущих года у нас всегда была очень пожароопасная обстановка, и был запрещен выезд в лес. И мы как бы опасаемся, что в этом году будет то же самое. Снега было очень мало, скорее всего будет запрещен выезд. И поэтому мы планируем выехать с молодежью на турбазу.
так скажем, да, как гостиница полноценная. Я бы хотел, знаете, у нас просто пока на данный момент записалось 16-17, да, ну, 15 там подростков пока, да. Я просто, помните, к нам приезжал Александр Прощелыгин с Нервиной. Вот они, он, да, его жена, там вообще команда, и также люди подключаются, это вот я не знаю, но я знаю, что у нас вот семья Димовых, они отправляли детей постоянно в лагерь в Амурской области, который существовал более 20 лет. Там есть такой Сергей Васильевич, он был директором лагеря, еще там есть такая женщина, мама Ира, она давно уже уехала, не знаю, на Сахалине, да, сейчас. Где бы они ни находились, но они очень многие годы тянули. То есть это люди, которые, знаете, там, они принимали вообще всех, там были и верующие, и неверующие дети. Но уровень лагеря он был настолько высок, то есть там, это было нечто грандиозное. То есть вся область об этом знала, Благовещенский знал об этом, да, и как бы туда отправляли детей. И всегда старались найти какую-то разумную, цену для этого. Что путевки они были недорогие, для многих там что-то покрывалось. Вот эти люди, они принимают участие в организации этого выезда. То есть пока мы планируем 3 или 4 дня. Просто я к чему хочу сказать, знаете, подросткам очень трудно объяснить, насколько это круто. Просто мои дети, они пару лет ездили вот в лагерь в Амурской области, когда вот это все дело там организовывалось, и первый раз они вообще не хотели туда ехать. То есть куда-то там, зачем, потому что в городе интереснее, можно потупить там в телефончик, там с друзьями пообщаться. Но, то есть там, знаете, там настолько круто, то есть с утра до вечера ребенок он чем-то занят. Тем более здесь у нас выезд планируется всего лишь на 4 дня. Но там масса впечатлений, я вам гарантирую, что они запомнят на всю жизнь. И просто я удивляюсь, что у нас не так много людей как бы записалось, и все еще думают, то ли ехать, то ли не ехать. Просто когда я вот узнал, насколько это круто там, я думаю, что у нас будет не хуже. Во-первых, это всего лишь 4 дня, это рядом с городом. Понятно, что нам, как организаторам, гораздо проще в этом плане, да, мы как бы пытаемся на первый раз себе это все дело сместить. Я просто вас ободряю. Если у вас есть ваш ребенок, подросток, это, еще раз, это для тинейджеров, и старше. То есть от 14 лет у нас, да. У нас есть несколько ребят 14-15 лет, очень много 17, 18, 20 лет. Вот где-то до 20. То есть дальше уже добро пожаловать в взрослую жизнь. Но вот если у вас есть такой вот подросток, тинейджер, который попадает в эту возрастную группу, мы не делаем пока для всех возрастов. Потому что первый раз, и вообще тяжело, непонятно, как это будет. И также, то есть всему свое время. Пока это вот как бы тинейджеры такие. Марина, можно попросить руку поднять? Если у вас есть вопросы, вот можно будет подойти к Марине Федоровой. Любые какие-то, да, у нас будет информация, мы сделаем какой-то ролик. Просто сейчас нам нужно понять, сколько у нас людей, потому что ребята с Нервиной, они спрашивают, сколько мы можем привести подростков. И если им дать волю, там уже пошел клич, там в Амурской области собираются приезжать, вот кто-то, может быть, с Сахалина приедет, то есть, нам надо понимать, сколько наших, потому что мы привязаны к определенному месту, к базе, вот к этой, да. Там гостиница вообще на 40 мест, но номера они гораздо больше, может быть, нам удастся договориться, чтобы мы могли положить, не только на кроватях, да, были, может быть, спальники какие-то на пол кинуть. Также, может быть, нам разрешат, я пока не знаю, поставить палатки на территории, и то есть какая-то, кто-то молодежь могли бы жить в палатках. Если так будет, это будет круто. Вот. Помимо этого, да, то есть, если вы хотите, чтобы ваш подросток, кто-то участвовал, вы можете там участвовать. Также, скорее всего, да, церковь, она будет принимать активное участие в том, чтобы вообще, в организации, финансировании и так далее. То есть, непонятно, это первый раз, и так, вообще объяснить детям, и что это нужно, что это необходимо, и тем более родителям. Но понятно, что это стоит денег. Проживание в гостинице стоит денег, питание будет стоить денег. Привезти, там нет воды, то есть нужно будет сделать души, там есть, это полноценная гостиница двухэтажная, то есть, это, знаете, как будет, скорее всего, пока точно не определились на 100%, но с вероятностью 90% это будет недалеко от веревочного парка. На Табагинском мысе, если кто знает, да, вот там есть как бы такие домики, есть базы, это будет в этом районе, это не так далеко, нужны будут машины, кто мог бы там, помогать, например, привозить продукты, вообще, на самом деле, там куча всего, что нужно, если у вас откликается в сердце, принять участие также в организации, или в служении, в любом качестве. Да, лишние руки там никогда не помешают, можно подойти. Нужен будет повод.
Это не означает, что на него все повешено. Да, и что он там с утра до вечера будет пропадать. Но, знаете, как руководящий работник, то есть мы найдем там поварят, помощников, кто будет чистить, убирать и так далее, но все равно нужен кто-то, кто компетентен, кто мог бы составить полноценное меню и так далее, расписать. А нужно же сейчас все это планировать, делать. Поэтому также, почему я это говорю, если у вас откликается в сердце принять активное участие в этом, потому что, как я уже говорил, молодежь – это наше будущее. Знаете, если мы не будем направлены на молодежь, то мы просто вымрем как мамонты. Мы состаримся, умрем. Граждане христиане, можно расходиться по домам. Нет, ну, я ничего смешного, потому что я покаялся, был молодым человеком. И многие люди вот здесь есть, ну не многие, многие, кто покаялся со мной тогда. И мы были молодыми тогда. Но прошло там, не знаю, 30-40 лет, и смотришь вокруг все те же самые люди. Я как-то... Вот тогда, знаете, средний возраст был, там, я не знаю, 20 лет в церкви. И с каждым годом средний возраст становился больше, и больше, и больше, и больше. Что-то в этом не так, ребята. Да? Ну, можно. Вообще это не принято у нас тогда. Я просто сопротивлялась. Анастасия, да, исключение. Я сидела, сопротивлялась, но понимаю, что меня отпинали под зад. Что с люди? Сильно долго сопротивляться не получается. Я почему вышла вообще? Мои дети 8 лет ездили в лагерь. 8 лет. И знаете, те семена, которые там заложились, они до сих пор, они в них и какие-то ценности, которые там заложены были, они до сих пор сейчас ими руководят в разных ситуациях, в разных историях. Марусе 19, Полинке 18, Люсе 20 лет. Вот. И вот эти вот 8 лет, они до сих пор вспоминают лагерных друзей, они до сих пор с ними общаются, они слышали, что будет выезд, и они прямо трещали, въезжали, прыгали. О, Господи, хоть бы мы успели с Питера приехать. Понимаете? Вот такая ситуация. Поэтому если у кого-то есть подростки, дети вот такого возраста, я прям вот настойчиво рекомендую уговорить, не знаю, молиться за то, чтобы они приняли сами решение, чтобы они захотели, чтобы они загорелись этим лагерем. Вот. Я планирую сама участвовать в служении, потому что я видела, как это клево. Это реально клево. Вот Валя Барбу у нас вообще поварешка на самом деле классная такая. Я тебя знала. Вот. Поэтому я не знаю еще, где я пригожусь и чем я буду помогать ей служить, но я точно буду служить в этом лагере. Вот. И почему вышел? Потому что многие сомневаются. Реально сомневаются. И мы сомневались в самом начале. Но это так классно. Те люди, которые приедут, они реально посвящены этому. С ними все получится. Даже на том уровне, на котором у нас сейчас ничего нет. У нас нет тазиков, поварюшек, йогеры, всего остального. У них там все было в лагере. У них были матрасы, у них были палатки, у них было оборудование, у них была деревня, с которой был заключен договор на свежее мясо и свежее молоко. Но на том уровне, на котором мы сейчас находимся, это самое начало. И на самом деле классно быть в начале. Вот, потому что мы будем видеть, как это будет расти на наших глазах, и с нашим участием, и с участием наших детей. И сейчас мои дети даже говорят, ну если мы не будем в лагере, то может быть мы будем наставниками тогда у малышей. То есть они уже планируют, что может быть будет маленький лагерь для маленьких детей, для школьников, и они смогут быть наставниками там. Это такие классные семена, которые посеяны были вот за эти 8 лет. Поэтому я вот, не знаю, очень рекомендую, я говорю, сидела, сопротивлялась, не люблю публичности, с мегафоном, как бы не мое вообще, но не смогла, я выдержала, и реально меня просто пинал, толкал, я вышла. Прошу прощения, если немножко сбила ход собрания, но, в общем, если надо что-то показать, рассказать, как было в том лагере, я могу, у нас куча фотографий, куча роликов с тех лагерей, и люди, которые приедут и отозвались, это классные люди. Классное будет время вообще. Даже кто-то, если планирует отпуск, блин, ребят, собирайтесь туда. Мы думали, как рекламу лагеря делать. Я думаю, может быть, просто надо будет вызывать тех родителей, тех детей, кто был, например, да, и они могут рассказать, это лучшее свидетельство. Но просто вы видели Александра Прощелыгина, который к нам приезжал, да, кто был на этом собрании? Помните, он такой энерджайзер вообще. И это люди, которые посвящены работе с детьми. То есть, знаете, как бы случайных людей в детском служении не бывает. Те вот люди, которые, или в подростковом, кто служит детям. Кто там работает, да, вот они действительно любят детей.
И я могу просто это засвидетельствовать. И организационный момент, это все классно, там будут и спортивные мероприятия, чего там только не будет. Но помимо этого, знаете, там будет и духовная составляющая. То есть их не будут там с утра до вечера грузить Библии, но вообще все действия, которые будут происходить, это будет направлено на то, чтобы заложить правильное понимание вообще по жизни. Знаете, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что современное общество, очень часто, я не говорю вообще про всех, но если взять вообще среднестатистическую мирскую семью, может быть, да, знаете, есть такая тенденция, что воспитание взваливают на школу. А школа, она давно уже устранилась от этого. Она не занимается этим. И часто родители, в силу своей занятости или еще чего-то, они также не занимаются этим. И у детей куча вопросов, вообще в прямом смысле. Знаете, какая книжка была у меня в детстве. Что такое хорошо и что такое плохо. В прямом смысле, то, что сейчас происходит вообще в этом мире, я не знаю, вообще все, ЛГБТ-движение и так далее. У молодежи куча вопросов. И не всегда родители могут с этим поговорить. Здесь они будут общаться со сверстниками, которые большинство из них, они будут верующие. Даже если этот ребенок, он сам еще не верующий. Будут духовные наставники. И я верю, что это будет классно. Да, незабываемый опыт. Все говорят, знаете, кто потом уже... вот последние годы все, кто наставники, которые там были, они все прошли через этот лагерь. И вы должны понимать, это люди, которые... у них у всех есть работа. Они приедут сюда за счет своего отпуска. Вы понимаете? То есть, чтобы участвовать в этом. Это тоже какая-то жертва. И то есть я хочу показать просто уровень посвящения. Итак, просто если у вас откликается послужить в этом лагере, принять участие какое-то, можно обратиться к Марине. Также мы будем делать целенаправленный сбор пожертвований на проведение этого лагеря. Потому что, скорее всего, цена путевок, если она будет какая-то, она не будет покрывать все. Потому что даже уже сейчас то место, которое, конечно, это удобно, остановиться там на базе отдыха, в гостинице и так далее. Потому что все лагеря до этого, они проводились в палатках, да, где-то. Но чтобы сейчас провести в палатках, как я сказал, это столько проблем. Начиная от разрешения от всех санэпидемстанций, пожарников там и так далее. Если ты назовешь это детский лагерь, надо было в прошлом году уже начинать собирать бумажки, но сейчас мы уже просто не успеем. И куча всяких других преград. Поэтому это будет именно выезд. Всего лишь на 4 дня, и это будет на базу. Поэтому я думаю, у нас остался, мы ориентировочно планируем конец июня. Остается чуть больше месяца. Не так много уже на самом деле. Время, то есть оно... Кто-нибудь, если когда-нибудь что-нибудь организовывал, вы знаете, что это вообще уже ни о чем. То есть время уже надо было вчера все делать. Поэтому принимайте активное участие. И также, если Господь положит на сердце, можно будет жертвовать. Нам надо, кстати, Марин, нам нужно в следующее воскресенье как-то подготовить объявление и продумать, куда деньги, как, кому. Я думаю, что, скорее всего, наверное, в электронном виде можно будет сделать. И мы будем каждый раз давать отчет, сколько у нас вообще там есть, что там накопилось, какие нужды. И мы постараемся уже, может быть, в ближайшее время. То есть, почему нам нужно понять количество участников, чтобы составить вообще бюджет. То есть, понятно, если это 40 человек, то определенное количество продуктов, если их будет 60, то это чуть-чуть побольше, да? И так далее. Поэтому, прежде всего, нам нужно определиться, сколько у нас будет человек. Аминь. Также, чтобы закрыть уже объявление всем, что еще? Знаете, мы обычно так не делаем. Мы не анонсируем приезд каких-то проповедников. По крайней мере, я стараюсь так не делать, чтобы люди, они не ходили на проповедников на каких-то, да, но чтобы они приходили вообще просто в церковь для того, чтобы получать что-то от Бога. Потому что если ты идешь за каким-то именем, есть такая тенденция, начать пренебрегать чем-то. Потому что Бог, Он может послужить на самом деле через любого человека. И не нужно ожидать, что Бог, Он обязательно через того, кто на сцене стоит, тебе послужит. Бог, Он может послужить тебе через совершенно другого человека, который сидит с тобой рядом, который тебе что-то сказал или там еще что-то произошло. У меня просто в жизни так было. И Господь, Он меня обличал, помните, я как-то делился? Я ездил в Казань, у них такой летний лагерь, называется «Села». То есть это означает «остановись и подумай». Да. То есть они раз в год проводят церковью, знаете, такой выезд в лес,
где, ну, телефоны там, в принципе, работают, но ты как бы, они живут вообще в палатках полностью, все готовят, делятся по 10 человек там на десятки. Есть человек, который отвечает там за готовку в этой десятке, есть человек, который отвечает за духовную часть. Проходят семинары, там по 3 семинара, например, в день, после этого все собираются, обсуждают, и 5 дней там живет вся церковь. И это стало настолько популярным, что последние годы там, ну, когда мы ездили, это было в среднем по 800 человек. Сейчас больше 1000, и они просто ограничены. То есть приезжают люди, ну, вообще со всей России. Откуда только не приезжают, они это делают уже много-много-много лет. Церковь также называется «Краеугольный камень», сейчас они это стали делать по рекомендации. Потому что люди стали приезжать непонятно откуда, ну, и всякие разные. То есть это не увеселительные, там строгие как бы правила, то есть, ну, нельзя выпивать. Это не пикник, смысл в этом. Просто многие кто-то, ну, начинал с этого. Просто суть в чем? Однажды мы, знаете, когда, например, проходит семинар, дают тему, и потом нужно поделиться на группы, и ты должен в этой группе обсуждать, что ты получил, как Господь тебя коснулся или что-то. И вот проходит какой-то семинар. И там, знаете, это, как правило, то есть ставится генератор, колонки, люди собираются на поляне, кто-то приносит уже стульчики опытные, кто-то там, кто приехал издалека, он там с матиком просто на полу там ложится, ну, в смысле, на земле. И как бы ты слушаешь. Ну, я таким вот образом был. И я понимаю, что сейчас вот уже заканчивается семинар. Я смотрю вокруг, и вокруг меня одни бабушки сидят. Ну, там, знаете, там, лет по 70, откуда-то они приехали. И я понимаю, что если я сейчас никуда не убегу, то я останусь с ними и буду вот с ними тут и обсуждать. Ни одного мужчины вокруг. И то есть вот бабушки, они откуда приехали, там, не знаю, с какой-то Орловской губернии. И все друг друга знают, и я там один. И я хотел стартануть, там рядышком сидит Сергей Маченко. Это лидер прославления в Казани. Я такой думаю, вот, сейчас я туда стартану, ну, приятно же, там, с лидером прославления, сейчас поговорю с ним. И Бог, Он меня просто обличает и говорит, что почему ты решил, что я не могу, как бы, да, ну, послужить тебе через них, или там, что, ну, не пренебрегай. Знаете, мне что-то так стыдно стало, я говорю, Господи, хорошо, я вообще двигаться никуда не буду. Вот что произойдет, то и произойдет. Ну и чудо не произошло, в том смысле, что я сидел, так с бабушкой не остался. То есть я был один, и вот они вокруг меня, но Господь так меня коснулся. Я уже не помню, там, знаете, какие-то, ну, на уровне вот, мозгов, что происходило. Но то, что произошло в сердце, как Господь мне показывал, и тот урок, который я получил, знаете, никогда не пренебрегай вообще никаким человеком. Кстати, сегодня проповедь такая, знаете, нам свойственно о том, что мы ярлыки навешиваем на человека, да, по первому взгляду, по его поведению, по его прошлому. И на основании этого ты так уже дальше с ним, да, так ничего с него взять. Ванька, я его всю жизнь знаю. А Ванька уже лет 10 как изменился, Господь он изменил его. А ты повешал ему этот ярлык и до сих пор про него так и думаешь. Вы понимаете? Поэтому не пренебрегайте этим. Я уже забыл вообще, о чем мы говорили. Как в одной книжке, и Остапа понесло. Так вот, по поводу... Мы о чем говорили? По поводу... Что? Да, по поводу приезда человека. Вот, мы обычно не объявляем, но в этот раз, да, я хотел бы сказать, что к нам приедет Сергей Кульман. Это пастор церкви, не помню, как она называется, из города Хабаровска. И когда-то давно он у нас здесь был. Кто-то, может быть, помнит, мы еще собирались на первом этаже, потому что второй этаж у нас не был запущен. Вот. И это было очень давно. И, знаете, человек, который двигается в пророческом служении, по крайней мере, двигался. И интересная вообще вещь произошла в этот раз, знаете, подтверждение такое. Он будет у нас... Он прилетает 19-го, то есть 20-го, 19-го, по-моему, будет четверг, 20-го здесь будет вечер хвалы и поклонения. И я надеюсь, что мы его проведем в расширенном составе, где будут вообще все прославляющие, если у нас получится. Но если нет, то нет, как бы, да. Мы будем молиться, мы будем пророчествовать. И если вы не знаете, что это такое, приходите. Как бы, да, я еще Сергею не говорю, он куда он денется, наверное. Как бы он прилетит сюда. Вот. Но, знаете, почему? У меня с ним интересная история связана. Кто помнит, когда мы собирались внизу, Сергей Кульман, он приезжал, и он пророчествовал. Кто был? Кто не помнит это собрание? Знаете, какая ситуация была? У нас Андрей Манджусов был пастором тогда в церкви. Я был, ну, не знаю, там, помощник или кто, но, в общем, я проповедовал в церкви.
Так как Андрей жил не в нашем городе, он жил в Нерюнгри, он приезжал либо раз в месяц, либо раз в 2 месяца, ну как бы редко. И в основном проповедовал все время я. Поэтому, когда кто-нибудь приезжал в город, я всегда использовал эту возможность для того, чтобы, ну, порешать какие-то там дела. Ну, часто бывает там у детей какие-то выезды, там, в воскресенье, еще что-то. И вот в этот раз, когда он приехал, меня никто с ним не знакомил. Я вообще не знал, кто это такой. Он, соответственно, тоже про меня ничего не знал. Фотографии моей не видел. И я приехал вечером к концу собрания для того, чтобы забрать свою семью. Я подхожу, и вся церковь тогда стоит в очереди для того, чтобы Сергею по пророчеству. И вот все в очереди стоят. То есть, представьте, прошло собрание, и уже там, ну, не знаю, когда по крайней мере, у нас, ну, человек 100, наверное, было, когда кто-то приезжает, и вот люди все к нему подходят, он уже уставший. Я подъехал, говорю: Лариса, поехали уже, ну, как бы время, там уже 9 часов вечера. Она говорит: встань, в очередь тоже. Ну, в смысле, что я буду там, что там? Не, ну ты встань. Я попытался обойти очередь вперед еще. Меня подвинули, сказали: очередь начинается с той стороны. Я встал, ну и понятно, что я приехал последний, я самый последний, вообще самый последний. То есть все уже прошли, Кульман уже весь уставший стоит. И я подхожу к нему, и он просто ложит руку, закрывает глаза и начинает говорить: слушай, говорит, вижу, как ты идешь с посохом. И постоянно пытаешься от него избавиться. И один раз ты уже бросал его, но потом поднял, и сейчас как бы несешь, и у тебя ничего не получится, в смысле избавиться. Это как бы твое. И то есть я ему вообще ничего не говорил, вообще никогда не это, знаете. И до этого я проповедовал в церкви, потом перестал. Как бы, да, ну, потому что, ну, классно же, когда не надо ничего делать. Да? У нас был здесь пастор, и как бы... Вот, но, знаете, потом, когда через год или через полтора, я никому про это тоже не говорил, про пророчество. Не дай Бог кто-нибудь узнает. Вот, и когда Маншосов Андрей уже сказал, он предложил, что ты будешь пастором, да это потому, что тоже много раз такое было. У меня сначала был депрессняк. И потом, знаете, ну, и как бы оно все одно к одному, как бы сложилось. Я к чему? Я хотел вас ободрить, вы знаете, ободрить. Я не кидаю ни в кого камень, ни в каких пророков, да. Но вот лично для меня, вы понимаете, что это человек голосовый. Ну, не каждый раз такое происходит, знаете, когда оно вот так вот, прямо в точку. Вот, поэтому я надеюсь, и когда сейчас я его звал, знаете, к нам должен был приехать другой пастор, тоже из Хабаровска, Юрий Ильченко, помните такого? Приехал, когда ковид начался. И он не доехал, он заболел в Алдане, сюда приехал Евгений Семенович и начал кашлять. Потом семья Димовых начала кашлять, потом я начал кашлять. И, короче, понеслась у нас. Но Ильченко он уже тогда не доехал, он уже тогда остался. И сейчас, когда была большая пасторская встреча в Хабаровске, я с ним разговаривал, что было бы хорошо, чтобы он у нас приехал. Он был готов приехать сейчас. Но вы знаете, как-то и в духе не было, и билеты какие-то дорогие, я вот смотрю, как бы, да. И здесь несколько дней назад я сижу просто дома, у меня такой, знаете, позови в церковь Кульмана. Я беру, открываю сайт, начинаю искать, и я нахожу билеты на 5600 до Хабаровска. В смысле, у него нет никаких льгот, он там не многодетный, не пенсионер. А до этого я дешевле 14 не мог найти, буквально вот я искал, понимаете? Это как бы было еще одно такое подтверждение. И мне такое сразу было: может быть, Ильченко тогда позвать? И Господь говорит: да нет, это как бы это вот для Кульмана. И знаете, я на свой страх и риск это рассказываю, потому что если как бы Сергей не оправдает ваши ожидания, я даже не знаю. Но у меня такое было, знаете, что это больше для него, чем для тебя. Поэтому почему бы нам ему не послушать тоже, да? Если он приедет. Поэтому анонс такой. Я не знаю, какое это будет число. То есть пятница это будет 20-е. 21-го, соответственно, наверное, 22-го он будет здесь проповедовать в воскресенье. Но у нас будет пятницу вечер хвалы и поклонения, где он будет пророчествовать. И, наверное, будет вести. Я надеюсь, что у нас будет что-то особенное, потому что последние собрания, если вы на них еще не были, они тоже отличаются от того, что у нас было. Это нечто особенное, поэтому добро пожаловать. Приходите в пятницу, не обязательно там торчать беседа в 7 часов. У нас пишут просто немножко там это, у нас есть группа, которая в 4 собирается, но мы, наверное, больше не будем писать. В 4 никому в пятницу неудобно, это как бы отдельные люди, они сами там приходят. В 7 часов здесь начало. Можно, может быть, даже 7:30 сделать, потому что кто-то не успевает доехать. Мы не затягиваем час, то есть, если что нужно, потом поможем, довезем кого-то, если будет машина и так далее. То есть я кого-то буду довезти. Хорошо? Добро пожаловать в пятницу. Я уже вспотел, еще даже собрание как бы проповедь не началось.
закончим. Мы сейчас помолимся, потому что куда мы без молитвы, да? Мы помолимся за наши нужды, за нашу страну, вообще за все. И у нас есть еще пожертвования, и потом мы перейдем к проповеди. Да? Поднимемся, помолимся, пожалуйста. Господи, Отец Небесный, Господи, мы просим Тебя за все нужды, которые есть у нас в церкви, за нужды каждого человека, Господь. Если у Тебя сейчас есть какая-то нужда, Ты просто проговаривай ее, скажи, Господи. Хотя Он и так знает все, да, но это больше для Тебя, для Твоей веры. Господи, мы приносим все наши нужды перед Тобой. Прежде всего, Господи, мы просим Тебя за болящих. Если есть у кого какая-то болезнь, немощь в теле, прямо сейчас мы провозглашаем полное исцеление и восстановление во имя Иисуса Христа. Господь, Ты коснись. Написано, что ранами Твоими мы исцелились, Иисус. Мы принимаем это в свою жизнь, Господь. Ты победил смерть, Ты победил болезни. Мы принимаем это в свою жизнь. Я провозглашаю полное божественное здоровье и полное божественное исцеление во имя Иисуса Христа в жизни каждого человека. Господь, просим Тебя также за все наши церкви, Господи, в нашем городе, в нашей республике, каких бы деноминаций ни были, если это церковь Иисуса Христа, Господи, пусть Твое водительство, оно будет там. Господь, мы верим, что церковь, она вселенская, и наши поместные общины, мы просто как разные части тела, каждый выполняет свою функцию, Господь. Благослови всех пасторов, все руководство, Господи. Благослови православную церковь, Господь. Дай им водительство, Господи. Пусть будет единство, один Дух, один Бог во имя Иисуса, Господи. Мы просим Тебя также за нашего президента нашей страны, за главу нашей республики и за мэра нашего города. Господи, это те люди, которых Ты поставил, и которых есть большая ответственность за то, что Ты им доверил. Господи, мы просим Тебя, какие бы решения они не принимали, пусть будет в этом мудрость. Господь, Ты веди их в принятие решений. Для того, чтобы жизнь людей в нашей стране, в нашем городе, в нашей республике, она улучшалась. Несмотря ни на что, то, что сейчас происходит, Господи, чтобы жизнь она становилась лучше. Мы просим Тебя, во имя Иисуса Христа, пусть будет так. Господи, мы просим Тебя также за всякую естественную нужду, что бы это ни было, Господь. Кому-то нужны работы, кому-то нужно жилье, кому-то еще что-то нужно, Господь. Ты знаешь все наши нужды, мы слагаем это перед Тобой, и я прошу Тебя, Господи, Ты восполни. В особенности, Господь, я прошу Тебя за тех людей, кто нуждается в деньгах. Господь, в решении каких-то финансовых вопросов. Господи, прежде всего, дай мудрости, как поступать в каждой ситуации, чтобы еще хуже только не становилось, Господи. Выведи каждого человека из кризиса, каждый человек, который когда-либо вообще давал в нашей церкви. Я прошу Тебя, Господи, просто благослови обильно. Я провозглашаю свободу от долгов во имя Иисуса Христа. И дай мудрости людям, как управлять своими деньгами и не влазить больше в долги. Прежде всего, выбраться из них и больше никогда не попадать в эту долговую яму, чтобы было, как описание, не будьте никому ничего должны, кроме взаимной любви. Пусть это будет так, Господь. Пусть это будет реальностью. Господь, я прошу Тебя также за восстановление отношений в семьях, Господи. Я прошу Тебя, если где-то есть какие-то ссоры во имя Иисуса Христа, пусть это будет восстановлено полностью. Если муж и жена неверующие, Господь, то, знаете, как нитка, скрученная втрое, она никогда не порвется. И вот эта третья нитка, даже если первые две порвутся, которая держит брак, это Бог, это Ты. И мы уповаем на Тебя, Господи, и просим Тебя, просто восстанови все отношения во имя Иисуса. Если есть семьи, где только один муж или жена неверующие, там есть разногласия, Господи, дай мудрости, как поступать, в соответствии с Писанием, также, Господи, чтобы служить своим примером. Господь, пусть будет так. Во имя Иисуса Христа и весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Слава Богу. И последняя часть, прежде чем мы перейдем к пожертвованию, проповеди, это пожертвование. И можно ведра пустить, да, по залу. Можно, вы знаете, что в нашей церкви мы вообще существуем на наши же пожертвования, да? Мы не привлекаем ни оттуда деньги, то есть то, что мы делаем, вот украшения, например, музыкальная аппаратура, здание, обслуживание и так далее, это все за твои и мои деньги.
за наши деньги, это не кто-то со стороны. Поэтому, и вы знаете, что это по Писанию также, да? Если вы первый раз в церкви, и вы как бы сомневаетесь или что-то, просто расслабьтесь, не напрягайтесь вообще абсолютно. Добра ход надо еще любить Бога. Я всегда говорю, когда речь заходит про деньги, нужно включать мозги. Как бы, да, мы никогда не накачиваем никого на эмоциях, давайте там и так далее, но все мы ходим перед Богом. Аминь. Но пусть Господь благословит каждого, кто дает. Спасибо вам. И также у нас есть, можно осуществлять переводы в электронном виде. Кто, если состоит в церковной группе, там есть реквизиты. Да? Мы когда-нибудь все-таки сделаем. Вот здесь у нас будет красивая такая реквизит, когда можно будет навести телефончик на QR-код и перевести таким образом, чтобы не смотреть в группе. Как в принципе должно быть, наверное. Но мы двигаемся. Слава, слава. Аминь. Хорошо. Знаете, сегодня такая тема. Кто знает, кто такой мытарь? Вот в Библии написано. Мытарь. Сборщик налогов, да? Вот как раз мы сегодня будем говорить про того самого сборщика налогов, про того самого знаменитого мытаря. И давайте мы прочитаем Евангелие от Луки, прежде чем мы перейдем, да? Это 5 глава, с 27 по 32 стих. Евангелие от Луки, 5 глава, 27-32. После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мной. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Знаете, я как-то одно время собирал антикварные вещи, там типа значков всяких, или еще там что-то такое, да. И есть определенные форумы в интернете, где, такие люди, они собираются, то есть там со всего бывшего Советского Союза, что-то выставляют, можно что-то купить, можно посоветоваться, обсудить, что это такое. И вот как-то, знаете, периодически проскальзывают какие-то такие предметы, например, значок, где ничего не написано, да, он очень качественно сделан, непонятно какая-то эмблема, и никто не знает, что это такое. И, знаете, бывает такое, я понимаю вот по качеству и как бы по всему, да, что, по определенным признакам, что это сделано, например, там, ранние 20-е годы. Что это, непонятно. Готов продать тому, кто скажет мне, что это такое. Чтобы как-то оценить, да. Я понимаю, что это ценно. И, то есть часто ты вроде бы понимаешь, что ценность должна быть, но не знаешь, что это такое. И какова настоящая цена. Потому что если это принадлежит, например, какой-то там, не знаю, силовой структуре, цена она сразу возрастает. Как бы ранние там революционеры, это просто в том смысле, что это просто очень редко, да. И, вы знаете, Библия, она полна историй про людей, про которых Бог, Он знает, какая у них на самом деле истинная ценность. Но люди, они, уже поставив на них какой-то ярлык, они ими пренебрегают. Кто там такие, да? И это вообще свойственно миру, который нас окружает. Знаете, он судит вот именно. То есть, я даже не знаю, есть несколько анекдотов таких. Я не буду их приводить. Но суть в том, что, знаете, репутация, она зарабатывается годами. Ты что-то можешь делать, да? Но стоит оступиться один раз, и ты получаешь какой-то ярлык, либо наоборот. У человека есть какая-то репутация, ему уже навешали ярлык, и очень трудно потом пробиться вот за рамки вот этого, то, что тебе уже там навешали. Да? Но
Вы знаете, на самом деле в Новом Завете полно людей, у которых есть подобные ярлыки, можно так сказать. Я просто хотел бы перечислить, может быть, мы как бы посмотрим на каждого, да, ну, знаете, например, есть такой Симон Зелот был, да, то есть Зелоты, я так понимаю, политическая партия, которая была там за независимость Израиля, и вот его, то есть он был такой, он был верующий, но с таким политическим уклоном, да. Иаков и Иоанн, их называли сыновья грома. Ну, как бы, наверное, неспроста, да. Что-то говорит и про их характер, там еще про что-то. Знаете, Фома неверующий, тоже вот как бы на века заработал себе имя, да. Ну и, конечно же, Матфей мытарь, да, или сборщик налогов. То есть мытарь — это старославянское слово. Это не что-то такое, это просто означает, именно сборщик налогов, сборщик податей. И вот это тот ярлык, который был на нем. И когда, знаете, вообще, вот если рассматривать Матфея как библейскую личность, он уникальный человек. Потому что вообще, на самом деле, он написал первую книгу Нового Завета и первое Евангелие. Да? То есть Матфей, Марк, Луки и Иоанн идет. И Матфея — это первое Евангелие, и оно является уникальным, отличающимся от всех других Евангелий по нескольким причинам. И, во-первых, Евангелие от Матфея, оно начинается тем, что там приводится вся родословная Иисуса Христа, начиная там от Адама, да, и, то есть это все прослеживается. Потом, когда представляет нам Иосифа, именно в Евангелии от Матфея, да, там написано, что ему было сказано, чтобы он не отказывался от Марии, потому что то, что она зачала, это от Духа Святого, вот этот плод. Это единственное Евангелие, где вообще говорится про мудрецов, которые пришли вот там с Востока. Вся рождественская история, которая вот начинается, это единственное Евангелие, где написано, что вот были мудрецы, которые вот там пошли за звездой, которая привела их в Вифлеем. И, знаете, в Евангелии от Матфея полноценно дана Нагорная проповедь Иисуса Христа, которая вот прямо там, на цитаты расходятся у верующих, откуда мы берем как бы учение, да, и молитва «Отче наш» тоже там. Это тоже Евангелие от Матфея. И я вам только перечислил 7 первых глав. Представьте, их там гораздо больше. Это только первые 7 глав. К чему я это говорю? Знаете, Матфей, судя по всему, вот его цель, именно его послание, его Евангелие была, его адресаты это были евреи, которым он писал для того, чтобы убедить их, показать, что Иисус Христос это тот самый Спаситель, тот самый Мессия, который был обещан. Почему я так говорю? Потому что Матфей, он цитирует Ветхий Завет в своем Евангелии 99 раз. 99 цитат из 14 книг Ветхого Завета он приводит. А на самом деле Матфей цитирует Ветхий Завет, опирается на него больше, чем Марк, Лука и Иоанн вместе взятые в 3 последующих Евангелиях. Я вообще на самом деле подсчеты не вел. Я взял это, подчеркнул, но из достоверного источника. Но можно положиться на это. Он больше всех цитирует вместе всех остальных взятых. Почему? Потому что евреи не были народ книги, да, Ветхого Завета, который дал им Господь, и на который они опирались. И он апеллирует к их знаниям, к их культуре. Вот смотрите, то, что было, то, что пророчествовалось. Вот Иисус пришел, и что Он сделал, и что Он исполнил. Да? Он строит логическую взаимосвязь. И если бы Матфей он не написал свое Евангелие, мы бы многого бы не знали об Иисусе, на самом деле. Потому что Он такой вот источник. И именно из-за того, что Евангелие от Матфея оно является таким вот источником знаний об Иисусе Христе для церкви, он всегда был очень высоко почитаем в церкви. И знаете, я попробовал найти в Яндексе фотографии, там, картинки, просто забил Матфей Евангелист,
И мне там как высыпало несколько там страниц. И вот такой, знаете, все это такой благообразный такой муж Божий изображен с нимбом, как правило, ну, то есть это, как правило, либо иконопись, ну, то есть это всегда это человек такой, знаете, очень благородный, такой вот изображен, борода такая, там, вот, весен. Но что я хочу сказать, вы знаете, не всегда в своей жизни он пользовался таким подчеркнутым уважением. Не всегда так было, не всегда ему отдавали такие почести. На самом деле, про то время, которое мы читаем, Матфей был тем человеком, которого ненавидел практически каждый израильтянин. Он был презираем вообще всем народом. Почему я так говорю? Давайте мы прочитаем, да, вот то, что мы прочитали здесь места Писания. Еще раз, да, 27 стих, по 30. После этого Иисус вышел и увидел мытаря, то есть сборщика налогов, именем Левий, да, Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мной. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него, то есть для Иисуса, Левий, в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей, то есть других сборщиков налогов, и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: зачем вы едите и пьете, внимание, с мытарями и грешниками? Вы знаете, на самом деле для израильтян вот были грешники, то есть вот язычники все и так далее. Вы знаете, да, что они прочитали, как, не ешь, не садись. То есть язычники это как собаки даже называли, да, их там. Потому что они поклоняются непонятно бесам каким-то там богам. У нас один Бог, да. Вот были вот такие грешники. И также люди, которые там впадали в грех, воры, разбойники там и так далее. Но был особенный класс грешников. Это мытари. Это сборщики налогов. Почему я так говорю? Потому что, если кто-то, я не знаю, у нас никто в налоговой не работает, кто-то может сказать, на самом деле у нас, да, это почитаемая профессия. Наверное. Да? В последнее время просто налоговая наседает. Но, на самом деле, это уважаемая профессия, да. Но есть нюанс такой, вы знаете, почему такое отношение было в Израиле? Потому что к этим мытарям, к этим сборщикам налогов прежде всего относились как к предателям. Потому что Израиль, он был оккупирован Римской империей, да? Была оккупационная власть, и отношение было к ним, знаете, вот как к коллаборантам, такое умное слово, да, сотрудникам, знаете, как полицаи были во время Второй мировой, Великой Отечественной у нас, да? То есть это люди, которые пошли на сотрудничество с властью оккупационной. Более того, да, то есть, представьте, они отбирали людей, то есть те налоги, как вы понимаете, которые сейчас у нас в государстве собираются, они идут у нас на всю социалку, да, здравоохранение, школы, армия и так далее, все расходы государства. Это обязательная часть. Но там то, что происходило, вот это то, что собиралось, это все уходило в Рим. То есть Рим облагал податью какой-то, да, налогами, и налоги существовали там, я не знаю, кто-то говорит, что, скорее всего, он собирал пошлину за переправу по озеру. Каждый раз, когда человеку надо было, там, да, мало того, что ты там поручику платишь, ты еще нужно был налог заплатить за это. Не суть, да. Важно то, что какое было отношение, то, что я хочу сказать, да. И, то есть, на них смотрели прежде всего, как на людей, которые продались оккупационному режиму. Знаете, то есть люди, которые осознанно пошли на сотрудничество с властью, да, которая оккупировала страну. И, знаете, как вот один человек, он описывал вообще состояние. То есть представьте, да, у него была какая-то будочка, где он сидел, там были счеты, были ящики для того, чтобы денежку складывать, да, и были записи. Он вел там учет, и мимо этой будочки проходили там сотни, тысячи людей. И они все сквозь зубы там, называли его там римской собакой. Там, да, ничего хорошего не говорили. Они смотрели на него и видели монстра, который продался, да, чужестранцам, которые оккупировали твою родину ради прибыли, что еще важно. И почему еще был такой, я плавно перехожу, да, ко второму пункту, почему их ненавидели.
Потому что тут они не получали как таковую зарплату, да? Вообще, на самом деле, я немножко углубился в вопрос, вот смотрел, есть историк, я не помню, там, то ли Иосиф Флавий писал об этом. Это было не конкретно про израильтян, но как вообще было устроено в Римской империи. Есть записи про одного человека, был очень ушлый, малый такой. И на самом деле, чтобы получить должность мытаря, да, или вот сборщика налогов, там устраивался типа тендер. Ну, кто как бы больше заплатит, тот должность получал. И было два человека, которые, по-моему, предложили по 50 тысяч динариев. Я даже не представляю, по-моему, это какие-то сумасшедшие деньги. А вот этот человек, он предложил 150. А у него за души вообще ничего не было. Ни копейки. Но он таким вот, знаете, был очень харизматичный. Он как бы всех провел, наобещал, сказал, что даст 150. Тут же получил римский отряд к себе. Сразу куда-то выдвинулся в какую-то область. Обложил там всех там под которые не собирали. У них там сбор налогов был практически нулевой. Ту область, которую он получил. Он им дал срок до какого-то числа, там это никто не принес, он выбрал 1000 человек и всех казнил. После этого поднимаемость налогов, она как бы резко возросла. И после этого, когда они приезжали в Сирию, и потом там в Израиль, там уже как бы молва нашла, и все как бы собирали. И это просто, ну вот это историческая книга, в смысле, это не библейская, а просто к тому, чтобы вам понять, кто такие сборщики, почему. То есть они могли установить любую узду на самом деле. Вот они получали сначала должность за деньги, но потом с этой должности и жили. Как бы, да? Жили они неплохо. То есть они что-то отправляли в Рим, но себе они тоже нормально оставляли. Соответственно, у людей было вот такое отношение к ним. Да? Это собаки, которые продались оккупантам, и которые еще и нас отбирают, и с нас же и наживаются. Вот поэтому, да, все книжники и фарисеи говорят, да как вы вообще вот там, с этими мытарями и там грешники там все собрались. То есть для них это были просто низшие люди, которые обирают свой собственный народ, который находится там, да, под гнетом оккупантов. То есть люди относились, что он выманивал у них их собственные деньги, да? Итак, Матвей, он был ненавидим, презираем практически всем, кто его знал. Вот он сидел в этой будке. И представляете, несмотря на все это, вот Иисус, он идет, он же как бы не с луны свалился, да, он жил там, он знает, какое отношение к этому человеку, что его все презирают, за кого его вообще почитают. И он выбирает его, как одного из своих 12 учеников. Он выбрал человека, на котором висел вот этот ярлык, мытарь, да, грешник, сборщик, для того, чтобы он был его последователем. Возникает вопрос, зачем? Почему вообще? Можно было бы такой вопрос задать, если бы мы не знали, знаете, на самом деле это вот вся натура Иисуса, она в этом. Он выбирает тех, кто вообще отвержен этим миром. Зачастую, понимаете? Люди, они отвернулись, они пренебрегли, они там поставили уже 10 ярлыков, но он берет этого человека, и он все меняет. Он вообще меняет его полностью. И он часто выбирал вот таких вот изгоев, чтобы они были его последователи. Знаете, я как-то прочитал одну умную цитату у человека. Я сейчас прочитаю ее, просто это не мое. Но прямо в самую суть. И он пишет следующее, что неправильно было бы сказать, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. Вместо этого Он принимает нас, несмотря на то, какие мы есть. Он принимает нас только в Иисусе и только ради Христа. И также Он не оставляет нас в том состоянии, в котором Он нас нашел. Но Он преобразует нас в подобие Своего Сына. Иисус, Он не принимает нас такими, как мы есть, да? Но Он принимает нас, несмотря на то, какие бы мы ни были. И более того, Он нас не оставляет такими, но Он преобразует нас. Почему я так говорю? Знаете, вот люди читают Евангелие от Матфея, и они говорят, вообще круто, классно.
и как бы и слог, и то, что вот он подошел с такой научной точки зрения, да, как бы вот раскрыл, он там сразу закрыл много пунктиков, да, и вот все вот эти пророчества, что он будет там из колена Давидова, вот он привел все это древо, и там много-много-много всего остального там рассказал, да, но Матфей, он не был, знаете, таким писателем признанным, лауреатом там какой-то литературной премии, когда Иисус, он его нашел. Только когда Матфей, он отдал свою жизнь, да, он послушался его, и он отдал свою жизнь Христу, тогда он преобразил его, он сделал из него, вот из этого презираемого налогового инспектора, да, или там, сборщика налогов, он его преобразил того человека, который оказал влияние в веках, да, на все христианство, на все человечество. Вы понимаете, о чем это? Знаете, это то же самое, как вот, ну, такие примеры часто приводят. Если вот, например, дать кисточку и краску мне, пусть это будет очень дорогая кисточка, я не знаю, там тоже какая-то градация есть, и акварели, да, ну, как бы грош цена этому. Ну, как это не стоили, будет мазня, да. Но если это вложить в руки мастера, мы получим шедевр. Вот у нас есть вот Вячеслав, например, да, у него есть очень дорогой музыкальный инструмент, я даже не буду говорить, сколько он стоит, чтобы вас шокировать, которым он профессионально играет, да, в театре, преподает в высшей школе музыки. И вот если дать это мне, для меня дудочка, как бы, да, что пластиковую дать, что вот эту золотую, там, как бы, толку никакого. Но если ему дать, вот эта дудочка, она преобразуется в флейту, да, которая звучит. Знаете, все зависит от того, в чьи руки ты попадаешь. Если это руки мастера, то тогда все хорошо, да, получается шедевр. И то же самое происходит с Иисусом. Если ты попадаешь в руки мастера, а здесь не просто мастер, он хозяин жизни, да? Творец всего, да, то есть Сын Бога Всевышнего, знаете, как бы, насколько круто может быть. То есть если взять, да, например, немного пыли с земли, добавить туда слюны, дать это мне, то что получится? Кусок грязи, да? Если дать, помните это местописание, когда он собрал пыль, плюнул и слепой прозрел. Все зависит от того, кто это делает, да? Если дать мне 2 рыбки и 5 хлебов, ну, как бы, там, не знаю, сэндвичи с селедкой, как бы, ну, несколько штук можно сделать. Но если ему дать, да, 2 рыбки и 5 хлебов, 1000 людей могут быть накормлены. Что я хочу донести? Все, что попадает в руки Иисуса Христа, оно меняется, оно трансформируется, оно преображается. Когда ты отдаешь свою жизнь в руки Иисуса, внимание, когда ты отдаешь свою жизнь в руки Иисуса, что происходит? Жизнь, она приобретает смысл. В жизни появляется ценность. Кто-то может говорить, да я вообще там не знаю. Я тебе говорю, ценность появляется. Смысл в жизни появляется. Твоя жизнь, она в прямом смысле, буквально, она преображается. Когда его руки, они касаются тебя, твоя жизнь, она уже не будет такой, как раньше. Он всегда может сделать жизнь любого человека. Кто-то может говорить, да я и так как бы добился многого, и там еще чего-то. Но я тебе говорю, если ты отдашь свою жизнь в его руки, она приобретет больший смысл, она будет иметь большую ценность и для людей вокруг, и для тебя, и в историческом масштабе, в каком хочешь, чем если без него. Но ключом здесь является, что ты должен доверить ему свою жизнь. Вот это вот наш шаг в этом, да? Но вот этот мир, который нас окружает, знаете, он думает совершенно по-другому. Он так не думает. Потому что когда он раздает вот эти вот ярлыки людям, знаете, это как печать на лбу. И потом ты пытаешься за эти границы пробиться, да? И ничего не получается. Еще раз, да, вот как пример. Фарисеи и учителя, книжники, когда они критиковали Иисуса, они говорили ему,
Почему? То его учеников. Как вы можете есть за одним столом с этими грешниками и с этими мытарями? Знаете, вот такой вот просто уже, штамп. Это все, грешники, мытари. Это то, как мир, он видит людей. То есть, если ты как бы, знаете, вот они смотрят на тебя, вот у тебя нет в нем ничего хорошего. Не было никогда ничего хорошего. И ничего хорошего не будет. Вот, знаете, вот такое вот отношение. Да, вот он был такой, он таким и остался, и будет таким. И, знаете, вот часто бывает, что бывают такие церкви, когда гораздо приятнее принимать хороших людей, в кавычках, которые выглядят хорошо, у которых в жизни все хорошо. Знаете, я читал про одну церковь, не в нашей стране, это было в Америке. Большая церковь, но в свое время, то есть в 90-е годы, знаете, она была очень влиятельная, под 1000 человек, но такая вот особенность была у них, это были очень успешные люди в церкви. Доктора, юристы, был сенатор, это как, депутат Государственной Думы. Ходил в эту церковь. И, соответственно, у них была лучшая команда прославления, то есть музыканты там суперские. И так как с деньгами у них все, соответственно, было хорошо, они могли себе позволить там лучшие концертные площадки, лучшие проповедники, которых только можно пригласить за деньги, они всегда были в этой церкви. И все было хорошо. И по многим стандартам это была очень успешная церковь. Но вы знаете, вот за этой вот поверхностью часто, да, была в чем проблема? Потому что это были такие вот успешные, влиятельные люди, и пастор в церкви, и лидеры в церкви, они боялись говорить, когда они видели, что что-то неправильно в жизни у людей. Когда есть какой-то грех. Они говорят, можно пропустить. Да? Зачем человеку мозги править? И из-за этого, знаете, из-за того, что они хотели создать вот такую картинку, а у людей на самом деле в церкви атмосфера, она была нездоровая. Атмосфера, она была такая, знаете, там, все улыбаются, там, я не знаю, кто сталкивался, наверное, сталкивались. В светских бывает такое, все успешные, там тебя это, в сторону отвернулось, там уже, да пропади, да пропади, там, вот типа такого, знаете, судили друг друга, такое. Внешне все замечательно, но внутри ничего хорошего. И если бы, знаете, такого человека, как Матвей, который всех презирает, приведи в такую церковь, это будет как пятно. Поэтому, как-то не очень приветствовались такие люди там. И, знаете, я просто на этой церкви, у них потом начались там проблемы какие-то. Если есть такой вот стандарт в церкви, только хороший, только там как-то, мы, знаете, по этим лейблам, по ярлыкам, которые есть, и по которым люди они приходят, если ты судишь только по этому, начинает вырабатываться такой стандарт, что, знаете, должно быть качественно все. Должно быть качественное прославление, качественное здание, качественный ремонт, все так далее. Поймите меня правильно только. Это здорово, и знаете, иметь все хорошее. И у Бога у нашего, у него большие стандарты. Я только за это, и нам нужно поднимать, на самом деле, церковь в России, у нас немножко другая крайность, у нас много церквей, которые основаны на реабилитантах, еще, на алкоголиках бывших наркоманов. Опять же, я не имею ничего против. Но при всем при этом, знаете, бывает такое, что общий уровень церкви, он упал. Вместо того, чтобы поднимать людей, общий уровень он упал. Вообще по стандартам, по каким-то. Но он Бог, Отец, Творец всего. Я верю, что он достоин лучшего. Знаете. И поэтому нужно делать нормальный ремонт, нужно стараться повышать качество во всем, в прославлении и так далее. Но если только это главное мерило, и вот у тебя там классный стандарт, и там классный стандарт, и у них везде все, знаете, качество во всем было. Но качество Иисуса, если так можно выразиться, в церкви, то, чему он учил, любите друг друга и так далее. Вот эти все внешние атрибуты, они могут заменить, можно за этим погнаться,
найти. То есть я что пытаюсь сказать? Нам не нужно мирские стандарты переносить в церковь. Видимые вот такие, да. Но другая крайность это когда, мы же духовные, значит, все там, будем там стоять, только стремиться к этому, да, и собираться в лесу. Но когда, вот Иисусу, когда сказали, да, что вот если бы такой человек пришел, то было бы пятно, да, но он что отвечает книжникам и фарисеям, как он может есть с ними? 31-32 стих, он говорит, Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Аминь? Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. У нас почему-то сегодня никто не пришел, кто у нас объявление делает, кто молится. Поэтому я за всех тараторю. У меня уже такое чувство, что я вам надоел. Поэтому это важно, чтобы у вас кто-то был, да, на постоянной основе. Ведущий собрания, кто-то, чтобы мог подменять. Итак, так много последователей у Христа, у которых были вот эти ярлыки по жизни. И вы знаете, мне кажется, Иисус, Он их и выбрал, именно потому, что Он их миром заклеймил таким вот образом. Уже сказал, что вот они грешники. Но Он их поэтому выбрал. И последнее, что я бы хотел сказать, знаете, вы сразу камни не кидайте, я сейчас поясню. Дальше будет понятно. Я не знаю, как это сформулировать, но я верю, что вот Иисус, Он показывает, что нам, знаете, надо вот, в каком-то смысле, как сказать, не то чтобы принять и смириться с этим ярлыком, но не отказываться от своего прошлого. Я сейчас поясню. Смотрите, интересная вещь. Вот все, что мы знаем про Матвея, вот вообще все, что про него написано, это то, что он был мытарь, и то, что он был автором Евангелия от Матвея. Все. Его нигде больше не цитируют, ни в одном там послании, ни в одном письме, которое там что-то есть в Новом Завете. Ничего больше нет про него. Но вот есть интересная вещь такая, знаете, в самом же Евангелии Матвея, когда идет список всех 12 учеников, которые шли за Иисусом. Смотрите, есть какая вещь. Давайте прочитаем. Это Евангелие от Матвея, 10 глава, 2-3 стих. Матвей пишет следующее. 12 же апостолов имена суть сии. То есть имена 12 апостолов, учеников следующие. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь. Это Матвей пишет сам про себя. Да? И интересная вещь, знаете, полный список 12 учеников есть еще в 2 Евангелиях. Это Марка и Луки, где приводится. Но если там посмотреть, знаете, как Матвей это называют? Матвей. Все, точка. Никаких приставок, ничего больше. То есть другие ученики, они все знали, что вот он, тот самый мытарь, да, сборщик, который стал учеником, но они уже и не помнят этого, да, вот он, Матвей, евангелист, который там вот, выбран был учеником, и никто его так не называет. Но сам про себя в своем собственном послании, в своем собственном Евангелии, он пишет, Матвей мытарь, то есть Матвей вот этот сборщик податей. Почему он таким образом делает? Знаете, я думаю, что он не отказывается от своего прошлого, да, не в том смысле, что он им гордится, но он показывает, что да, я был таким, я был грешником, всеми презираемыми, да, я был эгоцентричен, обпирал людей, не был хорошим человеком, и я хочу, чтобы вы знали, что я вот был таким. И он опирается на свое прошлое для чего? Для того, чтобы показать, что Иисус, Он меня изменил. Я стал другим. Знаете, Он обращает свое прошлое как свидетельство, как проповедь Евангелия. Я вот был таким, а стал вот таким. Вы понимаете? Это то же самое, как Павел писал. Давайте мы прочитаем. Я уже заканчиваю. 1 Тимофея,
Первое послание Тимофея, 1 глава, с 12 по 16 стих. Павел пишет следующее. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Другими словами, Павел он говорит, что «а я был недостоин того, чтобы меня спасать вообще. Я там церковь гнал, христиан убивал, вообще никто был, да. Но Иисус, Он все равно обратил меня, спас меня, чтобы доказать всем вам, показать, что это возможно. Что невозможно пасть так низко, когда нет уже пути назад. Поэтому не нужно отказываться от своего прошлого. Имеется в виду, что не нужно застревать в нем. Но мы все грешники, у нас есть все на эти дела, про которые не стоит распространяться, может быть, гордиться нечем. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Но что я хочу сказать? Что ты и я, мы были спасены по благодати, незаслуженно. Мы не заслужили для того, чтобы нас Иисус вытащил из ада. Знаете, как Павел писал, давайте посмотрим еще. Римлянам 5 глава, сначала через стих здесь, 6 стих, Павел пишет: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Потом 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Мы не заслужили того, чтобы нас спасали. Мы были слабые, мы были грешники. Написано, были враги Бога. Но вот в этом и заключается наше свидетельство. И это свидетельство Тимофея, что он был таким, а Бог его преобразил. И потому что из-за того, в том числе, что Матфей никогда не забывал, что он был вот этим сборщиком, что он был этим мытарем. А вот его свидетельство, оно помогало приводить людей к Иисусу. Посмотрите, вот то, что мы читали, местописание, я уже почти закончил. 29 стих 5 главы мы читали. «И сделал для него Левий», то есть Матфей, когда Иисус ему сказал идти, «в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей, и других возлежали с ними». Все другие сборщики, я так понимаю, они друг друга знали, имели свое общение. Состоятельные люди, которые состоят на службе в Риме, находятся под его защитой. Их везде презирают. У них есть свой круг общения. Он всех созвал в свой дом, накрыл им там всем поляну. Они хорошо посидели, там все возлежали, разговаривали. Каким бы еще образом Иисус мог до этой группы людей достучаться? И почему они вообще пришли к Матфею? Потому что они вдруг обнаружили, знаете, что парень был один из нас, сейчас он все оставляет прибыльную должность, идет непонятно куда. Просто интерес уже есть, прийти посмотреть, что же там такого, кто этот Иисус, он такой. Они хотели посмотреть, что это за человек, который принял его. Учитель, да, учителя в Израиле, они были в большом почете. Что же это за новый учитель такой, который не брезгует, да, с такими, как мы, общаться? Все потому, что все, к чему Иисус прикасается, Он меняет. И они видели, что Матфей он изменился. Аминь. Ничего не добились. У нас как-то тепло, да, стало? Вроде отопление уже выключили, но надо было раньше выключать. Я уже несколько раз приводил такой, знаете, пример реальный из жизни. Я сейчас хочу его привести в завершение вообще своей проповеди. В одной церкви была девочка, подросток,
и такая жизнерадостная, и она носила крестик. Ну, в зависимости от настроения, видимо, в разные крестики. Вот она пришла, и у нее такой большой красивый крест со стразами, весь сверкает. И такая консервативная церковь, там, один из служителей подошел, говорит: а ты знаешь, что вот тот крест, на котором распяли Иисуса Христа, он не был таким красивым. Это было такое страшное, грубое дерево. И что вот, ну, нам нужно вот таким вот образом превозносить, вот там как бы, да, вот, это все не так весело и так далее. На что она ему ответила: да, я знаю. Меня в воскресной школе научили, что все, к чему Иисус прикасается, Он меняет. И она развернулась и убежала. И вы знаете, это истина. Все вот это страшное, все прошлое, все, к чему Иисус прикасается, Он меняет. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Потому что я закончил. Надеюсь, я вас не утомил. Как говорил один из проповедников, да, пастор Крис, который: если вы не знаете, о чем молиться, значит, я плохо проповедую. Поэтому пару минут давайте возьмем, если Господь что-то положил вам на сердце, молитесь, но если нет, повторяйте за мной. Аллилуйя, Господи. Господи, я прошу Тебя, если я что-то принес человеческое в это слово, в эту проповедь, пусть оно упадет и умрет, и не принесет никакого плода в жизни людей. Но всякое зерно, которое от Тебя, всякое ободрение, которое от Тебя, пусть принесет добрый плод, пусть будет увещевание, пусть будет назидание, пусть будет ободрение в жизнях людей, Господи. Я прошу Тебя, не дай нам забывать, кто мы были и кем мы стали из-за Тебя. Аллилуйя, Господи. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. У нас сейчас будет чаепитие.